думаю, как я позвонить, так бы сказала, написать, покуль напишу, так и кончится передача там из гэта. Короче, это было, не знаю, ну, мне 8 годов, наверное, было уже, может, в другой класс ходила. Короче, появились вот такие, помните, китайские фонарики, на 2 батарейки, круглые такие батарейки, с гэтым у вёсцы ні у кого не было, а брат мой у гэтага, у як его, у Ленинград поехал. Ну, короче, купил эти фонарики, привез батьку. Идем в баню. А темно, темнота, ну, может, вот такой порой, там уже, что там, я не знаю, коли снегу не было, наверное, темно. А баня была там, может, 5 бань было на всю вёску. И ходили, собирались в этой. Ну, и я беру эти фонарики, и батька мне приказывает, не бери фонарик, разобьешь, тогда что будет? Не разобью, так божусь. Ну, и что, идем с фонариком. И идем с фонариком, приходим, лавки такие, где раздаемся, я кладу фонарик на эту лавку, и он ляжет, нехто приходит, одеждой маханул лавку, зваливший фонарик, и а лавка была такая высоковатая, короче, разбилось стекло. Господи Боже, идем домой, мама-то боится, я вообще приходим, показываем батьку этот фонарик. Батька, ну чем били, махрачом или веревочка такая лежала, висела на стене, вот так вот связанная и этим узлом, и так и короче, налупил я на меня этим, а у хаті ще була глина в этой, и кочережник водя, стояли кочерги перед печью, и он меня поставил на колени, и я стою на коленях, ну, наверное, час повне простояла, уже баба тогда приходит и кажет з гэтага, ну, пусти-то я, сколько можно стоять на этой глине, там еще, тогда выпустил меня, так вот он меня 2 раза за всю жизнь набил, тогда я фонарик побила, и уже девка, як была, пришла долго з этих станций, была, подводил меня, и он вышел, а я стою с кавалером для березы, там лянейкой, у хату я тебе сказал, и все, и тоже, так вылупил, тогда мы лейцами, як говорили, было, и, ну, тогда был пол, и он пошел спать, а меня в кухне поставил на колени, я до раницы стояла на коленях, думаю, как теперь, так бы, тишела так, что, уже бы я что придумала, так же боялась, что он это, и вот он